Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Так, мы остановились на том, что мы переместились из того лесного мира в наш снова мир. И походу мы нашли свои таблетки. А нет, скорее всего нет. Это мои таблетки, ух ты. Что-то там было, я не дочитала. Интересно, сколько времени понадобилось дереву, чтобы вырасти? Так, все. Мы можем дальше пойти, что ли, туда? А, мы просто можем посмотреть. Лунный свет, очень романтично. Ох, там мост, я знала, что мы на другой стороне. Дом, наверное, дом в этом направлении. Кажется, как будто нас загнать куда-то хотят. Ах, это дерево идеально подходит для домика, какая прелесть. Вкусные ягоды. Не думаю, что они в огне. Тогда это обычные ягоды, а не огонь ягоды. А нам взять не можем, да? Таблетки. Не двигайтесь, вы показываете мне дорогу домой. Что происходит? Ой, ёлки, так и знала. Ох, нет, не нужно было трогать эти таблетки. Плохая, Фрэн, плохая, приплохая. Ох, что теперь делать, котик? Мы в ловушке и навеки вечные. У нас вроде ножик был. Вот и все. О нет, опять этот чувак. Фрэн, ты уже здесь? Что ж, я не ждал тебя раньше 2:35. И как я вижу, ты больше не в западне. Интересно. Так или иначе, позволь мне представиться. Я Итвард, твой верный друг. Итвард, я вас знаю, вы, кажется, мне знакомы. Да, я создание ночи, мы играли вместе. Я помог вернуть тебе мистера Полночь обратно, помнишь? Правда? По-моему, мне самой удалось найти своего котика. Эй, это вы свели сестер с ума? Нет, я не сводил сестер с ума. Они считали, что это был я. Понимаешь? Но все потому, что они никогда не заглядывали в себя. Что вы подразумеваете под «они никогда не заглядывали в себя»? Они обвинили меня и не признали тот факт, что родители их никогда не любили. Но давай не будем говорить о сестрах, хорошо? Разве ты не узнаешь меня, дорогая Фрэн, длинный человек в цилиндре? Я всегда приходил по ночам и рассказывал тебе историю, когда ты была маленькой. Я пришел к тебе, когда ты меня придумала. Но я невоображаемый, понимаешь? Я часть твоей реальности. Я вас придумала? Вы выглядите очень знакомо. Не могу этого отрицать. Я существую, потому что ты существуешь. Правда в том, что ты смогла меня придумать, потому что я уже существовал. Впрочем, у нас нет времени говорить об этом прямо сейчас. Собственно, я здесь, чтобы отвезти тебя домой. Следуй за мной. С какой стати, сэр? Я не могу просто взять и довериться вам. Я не причиню тебе вреда. Я не создан из тьмы, я твой друг. Ладно, вы кажетесь хорошим, я пойду с вами, но я все еще вам не доверяю. Ну и отлично, идем. Я хочу тебе кое-что показать. О, Господи. Я ему не доверяю. Узри, летательный аппарат Итварда, что думаешь? Сойдет, но он и вправду летает? Да, я повезу тебя домой на этой великолепной машине. Мы полетим, как только я поправлю детали, к тому же еще нет 2:35. Замечательно, но что насчет 2:35, сэр, я не понимаю. В этот момент время замедляется, что позволит нам войти в ультрареальность. Внутри ультрареальности мы можем путешествовать туда, куда захотим. Прямо сейчас мы находимся в бесконечных пределах второй реальности, а ты являешься частью третьей реальности, понимаешь?
Да, я понимаю, звучит безумно. Но, сэр, мне нужно просто ждать, пока вы закончите чинить машину. Ждать? Конечно нет. Ты можешь достать воду и огонь ягоды, хорошо? Хорошо. Наверное, лучше сделать что-то, чем ничего. Отлично. Вот мое удивительное ведро ручной работы. Я сам его сделал. Ах, и огонь ягоды. Ты поймешь по огню, какие ягоды нужно взять. Хорошо, но, сэр, могу я спросить, зачем вам ягоды и вода? Ягоды являются невероятно хорошим топливом. Их хватает на очень много часов. А вода нужна, чтобы избавиться от грязи, от камалов. Камалы? Понятно, только бы они не крутились вокруг летающего аппарата. Никогда не угадаешь, но мы знаем, что они не любят воду, так? Ох, дорогая, чуть не забыл. Твои таблетки, они тебе нужны. Некоторые вещи все еще невидимы для твоих глаз, понимаешь? Вот. Невидимы для моих глаз? Понимаю, что ж, спасибо. Я пыталась поймать таблетки, но западня поймала меня раньше. Ах да, насчет этого, извини, мне нужно было как-то привлечь твое внимание. Ничего, сэр, я выбралась во мгновение ока. В любом случае, я пойду за водой и огонь ягодами. Сейчас вернусь. Отлично, я подготовлю машину. Я ему не доверяю. Ух ты, механическая птица, восхитительно. Ах, замечательно, ты можешь петь, птичка, птичка. Думаю, тебе придется улететь, когда мы отправимся, хорошо? Привет, кажется, я что-то слышу. Ой. Не-не-не, не-не-не-не-не. Вкусные ягоды. Так, это то же самое. А если здесь пилюли принять? Я питательная? Конечно, да, вкусная, свежая плоть. Вы камалы, не так ли? Вы умеете говорить? Эй! Фу, я выгляжу уродливо. Может, это действительно я, только из другого места. Кто перенес тебя сюда, или я навещаю тебя в другой реальности? Ух ты, так много волос и такие блестящие. Я словно в волшебном мире волос. Вот они, ягоды, кажется. Убирайся, убирайся, ты вторглась на мою территорию. Что, простите, я думала, что вы мертвы. Как ты могла такое подумать? У тебя нет никаких манер, юная леди. Мне очень жаль, но вы вроде все весь гнилой и окровавленный. Я гнилой и окровавленный? По-моему, ты все неправильно поняла. Почему вы так говорите, мистер Лось? Мистер Лось? Я не лось, я смерточервь. Простите, смертоносный червь? Нет, не смертоносный червь, смерточервь. Я не хожу и не убиваю существ. Я лишь придаю земле то, что существа забрали, в чем они больше не нуждаются. Но я вижу только говорящего лося. Где вы? Здесь, внизу, существо. Ты меня видишь? Вот вы где. Вы такой крошечный. Привет, меня зовут Френ. Привет, Френ. Могу я спросить, почему ты дотронулась до лося? Обычно только падальщики трогают мертвых животных. Ты падальщик? Конечно нет. Я хотела взобраться на него и достать огонь ягоды. Понятно, думаю, это возможно. Этот лось все еще крепкий и твердый. Но огонь ягоды горят, ты можешь обжечься. Да, я вижу огонь, но мне нужно как-то их взять. Удачи тебе, взбирайся, я продолжу работать. Спасибо, сэр. Смешно. Как она их возьмет? А, сюда. Все. Нужна вода. Ад? Что ж, туда я не хочу. Этот указатель вводит в заблуждение, у него 2 направления. О. Привет, вы те сияющие насекомые, что застревают в деревьях? Да, мы обычно застреваем. Откуда ты знаешь? Ты не одна из нас. Я встречала таких, как вы, я помогла им освободиться. Как
мило с своей стороны, любопытство приводит к непредвиденным ситуациям. Да, по-моему, любопытство — это хорошая вещь, а вы застряли? Вовсе нет, мы просто хотим сделать наши волосы самыми длинными. Ого, звучит потрясающе. Удачи, мне пора идти, пока. Хотят отрастить. А может... Прошу, мне нужна помощь. Позвольте привязать это ведро к вашим волосам. Привязать ведро к нашим волосам? Зачем? Звучит безумно. Вовсе не безумно. Мне нужна вода из-под утеса, но я не могу дотянуться. Мне необходимо использовать ваши волосы как веревку. Прошу, помогите. Хорошо, мы поможем тебе. Крепко привяжи ведро. Ах, спасибо, вы очень добры. Наполните все ведро, пожалуйста. Теперь ведро полно воды. Спасибо, сияющие насекомые. Теперь мне пора, я должна идти. Дом там, где мы и хотим находиться. Но разве дом находится где-то? Что, простите, я не совсем поняла вопрос. Это был риторический вопрос. Я имела в виду, что ты и есть твой дом. Пригласи себя внутрь. Ты там найдешь много дверей, чтобы открыть. Ах, звучит загадочно и красиво. Я попробую как-нибудь в другой раз. Пока. Ведро полно воды, но оно ничего не весит. Ничего не весит. А, нам же еще же, кстати, вот это что дали. Интересно, для чего Палантрас дал ее мне? Я не могу ее открыть. Интересно, интересно, для чего? Убирайтесь, падальщики. Это я, сэр. Могу я снова забраться на лося? Вперед. Такой маленький. Я не могу сорвать их руками, они крепко держатся. Сэр Ритвард, вот полное ведро воды, мне помогли сияющие насекомые. Ты имеешь в виду люцифернов? Да, они милые, но только в этой реальности. Они опасны, если ты столкнешься с ними в пятой реальности, они могут тебя сжечь. Ого, сжечь меня, но я еще не была в пятой реальности. Не рекомендую, то, что имеет смысл там, может пагубно на тебе сказаться. Ох, я забыл поблагодарить тебя за воду, спасибо, Френ. Сэр, я принесла огонь ягоды, но они больше не горят. Великолепно, этого будет достаточно. Большое тебе спасибо, моя дорогая. Ах, Френ, сейчас 2:34. Путешествие начинается. Пойдем внутрь машины. Все, что ли? Давай, котик, быстрее. Сейчас 2:36. У нас есть прекрасная возможность достичь цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рада, Френ? Звучит увлекательно. Палантрас рассказывал мне о реальностях, но где они находятся? Скоро ты поймешь, ответы не так легко распознать. Скоро? Но почему не сейчас? Время течет так, как должно, чтобы ты была жива. Если бы все это произошло сейчас, ты бы, наверное, взорвалась. Вы хотите сказать, что ответы, которые я ищу, придут ко мне, когда захотят? Не совсем. Знаешь что? Я бы сказал, в течение времени ты должна испытывать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут, когда ты их найдешь, а не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Ах, я понимаю. Что ж, теперь я рада. Вы пробудили во мне любопытность. Это лучшее, что ты можешь сделать. Будь любопытной и будешь всегда удивляться. А сейчас, Френ, нужно заняться делом. Разговоры не доставят тебя домой. Каким делом, сэр?
Машина нуждается в ремонте, я думаю, что ты отлично справишься. Вот огонь, ягоды и вода, что ты собрала. Они понадобятся тебе для починки водяного насоса и синтеза топлива. Всю необходимую информацию ты найдешь в помещении слева, но ты вольна ходить в любое помещение, в какое захочешь. Я буду очень занят починкой автопилота. Если у тебя возникнут вопросы, я буду здесь. Но я никогда не делала ничего подобного раньше, что делает это более увлекательным. Веселись, моя дорогая. Ладно, я пойду. Как-то странно, очень странно. Интересно, что эта машина делает? Наверняка он делает много вещей или ничего. Штуки двигаются, крутятся, это все, что я вижу. А, я знаю, что это компас. Но этот, кажется, запутался. Он показывает север и юг одновременно. Вау, это что такое? Ау. О, нет! О, нет, нет! Как-то тут управление неудобное. Ау! Вот черт. Ох, похоже на что-то сложное. Мне интересно. Мне не интересно знать, что это. Возможно, в другой раз. Думаю, у Итварда есть вкус. Ему нравятся те же вещи, что и мне. Все это заставляет меня задуматься. Ноги, одна нога в ботинке, а другая без. Снова и верский язык. Интересно, о чем тут говорится? Это кожа ступни на подошве ботинка. Деревянная нога напоминает мою, когда я была деревом. Молоток, очевидно, чтобы колотить вещи. Я возьму это, изолента хорошо для починки вещей. Ну или для чего-то другого. Но для чего? Не, я оставлю его здесь. Кажется, ее используют как модель для создания обуви. У Итверда очень красивые туфли. Перо, как в загадке великого волшебника. Для птиц свободу я несу, а людям письма я пишу, да? Кажется, я знала ответ еще до того, как прочла загадку. Эта музыка вызывает у меня ассоциации с вилками. Может, она была сделана с помощью вилок, кто знает. Алло, говорит Френ. Никто не отвечает. В любом случае, я всегда могу поговорить сама с собой. Вы. Итвард говорил что-то о стеноводствах. Куда этот котенок поехал? Много обуви, может, она слишком тесная? Здесь также много женской обуви, может, она нравится Итварду? Конечно, почему бы и нет, она довольно красивая. Это король Жьяр, я узнаю его. Теперь я понимаю, они друзья. Это хорошо, мне кажется, мне хочется верить Итварду. Часы. Здесь есть на что посмотреть. Не думаю, что мне что-то понадобится, это меня удивляет. Существует много вещей, которые нам никогда не пригодятся. Замку, несомненно, нужен ключ. Кажется, чего-то не хватает.
Интересно, что подсчитывает эта машина? У нее нет проводов, как она работает? Техника Итварда просто удивительна. Ох, похоже на математическую задачку. Но я не стану пытаться решать ее, у меня есть другие дела. Ох, па-па-па. Милые мишки, они держат друг друга за лапы. Множество крошечных перчаток, они выглядят знакомо. Это те перчатки, что я когда-то теряла? Может, Итвард их украл, поэтому я их потеряла. Ой, так много страниц, надеюсь, здесь есть картинки. Ну и буквы сойдут, они рассказывают о том, что можно вообразить. Иногда я неправильно понимаю рассказы, а это очень опасно. Вилки. Любопытно, Итвард действительно любит черных котов. Если эти игрушки олицетворяют мистера Полночь, то это очень странно. Итвард заставляет меня задуматься о многих вещах. Ух ты, какой огромный волчок. Полагаю, что это может быть двигатель. Мне нравится его дизайн, очень понятный. Эти огни, несомненно, показывают, что что-то работает. Что еще можно потыкать? О, нет. Розовый шланг, который можно к чему-нибудь подключить. Синий шланг готов к использованию. Ой. Ой. Это что такое вообще? Посмотрим. АФМ отсутствует. Что у тебя внутри, бутылочка? Огонь ягоды. Вид в реальности, вид в ультрареальности. Химическая смесь. АФМ... господи. А18, Р15, АПФ, М166, тыщ. Микроэлементы в огонь ягодах ускоряют машину, дадут долгую жизнь ее функциональности, функциональному двигателю. Реальности, ультрареальности, интересно. Выглядит очень весело и по-химически. Должно быть, это смесь для топлива. Ой, блин, что это? Думаю, если свет красный, значит, это не работает. Кажется, шланг поврежден. Абсолютно пустой. Ваза без цветов, что ж, оставлю ее здесь. Они для того, чтобы пить воду, довольно маленькие. Мне не нужен карандаш, у меня уже есть один. Посмотрите на этот беспорядок. Итвард не слышал о гигиене, но в то же время он много знает о механических штуках. Может, он держит эти запчасти, чтобы делать новые? Вытяжной вентилятор, не буду его трогать, я могу пораниться. Пока непонятно, что делать надо. Может, то реальность? Вы здесь, чтобы убить Итварда? Эй, почему вы не хотите поговорить со мной? Я очень сожалею о том, что я сделала. Надеюсь, вы простите меня. Опа. Ключик, интересно, от чего он? Эта лампа выглядит как чайник с вилками и ложками. Заперто. Надо кнопку нажать. Там что? Это король Жьяр. Блин. Еще есть наверху. Лестница ведет к двери, она заперта. Дверь заперта, возможно, Итвард откроет ее позже. Ой. Странно, у меня тоже есть красный велосипед. Но это просто совпадение, конечно же. Существует много красных велосипедов.
Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла удалить себе немного любви. Секунды, минуты, часы и дни. Кажется, это зеленый шланг-осьминог. Почему здесь открыто, а там закрыто? Она и здесь тоже закрыта. Ну ладно. Вот так, посмотрим, что произойдет. В сотканном мире и света, и тьмы. Шаром друг у друга сестры украли. После всего решить не могли, верно ли то, кем они стали. Мия злилась, а Клара грустила. Безумие их двоих охватило. Безумные девочки, ах! У них поселился внутри Итвард, создание ночи, создание ночи. Был он повсюду, наяву и во снах. Поучал о величии их раздвоения. Не могло уложиться в их головах. Итвард был другом, меж светом и тенью. Итвард был сер, но Клара и Мия однажды решили избавить себя от него навсегда. «Умри, существо!» они завопили, но за место сестру убила сестра. Умершие сестры друг друга винили. Твоя вина, Клара. Твоя вина, Мия. Итвард пришел в последний к ним раз, и он им сказал: вы обе в ловушке, но дам я вам шанс. И продолжал: мир был к вам жесток, чтобы себе доказать. Вас шили вместе, и зеркало дали, чтобы вы могли наблюдать. Я дам вам лишь то, что у вас уже было. Только один крошечный шанс понять смысл жизни. Но время уплыло. Осталось его немного у вас. Лишь кот пропадет, и в колодец дверь будет открыта. Конец. Все? Ты ничего не скажешь по этому поводу? Наверное, вместо этой.
А, вот что у нас есть. Так. Может быть, сюда надо добавить воду. Мгм. Блин, не туда нажимаю. А вот что было. Ох, похоже на какой-то водяной насос. Я не понимаю, из-за, по крайней мере, здесь есть рисунки. А, это надо зажечь. Вниз. Так. Я не могу зажечь огонь, из труб не идет газ. Прянку, огонь, воды. Угу. А, вот, я даже не заметила. Все, нашли провод. Готово, Фрейнбоу, супер мастер химии. Ага. Все. Френ, я наконец смог починить автопилот. Тебе нужна помощь? Думаю, у меня тоже все получилось. Я сделала все, что вы меня просили. Очень хорошо, Френ. Похоже, все прекрасно работает. Да, все выглядит просто великолепно. Что нам теперь делать, сэр? Что ж, я хотел узнать, боишься ли ты кроликов? В одной из комнат есть маленький кролик, и я сильно его боюсь. Ты поможешь мне избавиться от него? Кроликов, думаю, зависит от кролика, сэр. Учитывая все, что я видела, я не могу представить лишь один вид кролика. Это шоколадный кролик или рогатый с глазами убийцы. Тебе нужно увидеть самой. У этого розовый нос и синие ботинки. Он там просто сидит, не моргает, не шевелится и постоянно пялится на тебя. Звучит очень страшно, сэр. Покажите его мне, иначе я никогда не узнаю. Ты очень храбрая, дорогая, следуй за мной. Наверное, он наверху или у той двери, которая заперта. Вот, видишь, он просто сидит там. Разве это не странное поведение? Возможно, кролик напуганный, поэтому не шевелится. Не могла бы ты наладить с ним контакт? Я не осмелюсь его трогать. Хорошо, сэр, я возьму кролика и покажу вам, что здесь нечего бояться. Видите, это просто пушистый кролик, здесь нечего бояться. Ах, ты права, Френ, здесь нечего бояться. Что, не уходите, мистер Полночь, это не смешно. Вот сволочь, я же говорила, что ему нельзя доверять. 4. Что за цифры? Код какой-то. 5, 3. Кажется, это гаечный ключ, он может пригодиться. Эти лампочки не знают, оставаться ли им включенным или нет. Итвар сделал бумажный кораблик. Привет, вы другая голова Итварда, мне нравится ваш цилиндр. Дерево.
Ох, почему ты испугала Итварда? В любом случае, ты очень милый. Вкусная морковь. Милые растения, вы дарите мне много воздуха, чтобы я могла дышать. Какое милое деревце. Да, я нашла батарейку. Воу. Ух ты, кнопка заставила пол подняться, прямо как лифт. Похоже, машина нуждается в энергии, чтобы проснуться. Не поворачивается. Что мне делать? Как-то надо подняться наверх. Все, я понял. Блин. Ой. Так, сюда надо батарейку. Лампочки. У нас есть вся необходимая мощность. Выглядит как небольшой вытяжной вентилятор. Ой. Все, я понял. Все. Надо было посмотреть, что там внизу. Подожди, кажется. Подождите, ладно, я пошутила. Вы ли это? Спасибо. Мамочка, папочка, кто сделал это с вами? Почему вы здесь? Прошу, скажите мне. Что такое? Символ воды, наверное, это с чем-то связано. Она не достает. Эй, там никого нет. Эта штука нужна, чтобы создавать музыку с помощью ветра. Просто обычные флаги. Я видела подобное в кино. Вор всегда знает, что делать. Ой, механический кролик совсем не милый. Может, кролик злой или голодный, или то и другое. Девять. 8. 6. 9, 8, 6. Значит, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 8. 8 раз налево. Вот еще.
1. А, все, понял. 1, 2, 3, 4, 5. А тут не видно из-за кролика. Загораживаю. Может, ему морковку дать? Ох, почему ты испугала Итварда? А, да-да-да, то же самое. 5. Ага, понял. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, 5. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. Ага. Ёлки-палки. Сюрприз, Фрэн, с днем рождения. Вечеринка в честь дня рождения. Я думала, вы хотите убить мистера Полночь. Мы сорвали, чтобы отвлечь тебя. Соврали, чтобы отвлечь тебя. Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг. Мы хотели сделать тебе сюрприз, моя дорогая Фрэн. Присядь, поешь торт. Ладно, спасибо, котик, вы меня очень удивили. Спасибо вам, Итвард, сэр. Торт сделан из твоих любимых ингредиентов. Мистер Полночь мне о них рассказал. И у нас есть кое-что особенное для тебя от всей команды нашего корабля. Это значит от всех нас, существ, рожденных естественно или вручную. Держи. Надеюсь, ты найдешь его познавательным. Вот это да, мне нравится упаковка. Могу я его открыть, пожалуйста? Да, вперед, открой его. Ой, ладно, так откроем. Ух ты, игрушечный кот, большое спасибо, мне нравится, он красивый. Он может дать твоим глазам новое восприятие, знаешь, как ультрареальность. Именно это происходит, когда я принимаю таблетки, сэр. Я вижу ультрареальность. Ну, зависит от обстоятельств. Тебе нужны какие-либо пояснения? Да, пожалуйста. Смотри, ты видела смесь из различных реальностей. А ультрареальность — это невидимая комната, где существует одновременно, например, в это самое время и в этом месте у нас вечеринка в честь дня рождения. Но в ультрареальности постоянно происходят другие вещи, более медленные, более быстрые или просто невидимые для человеческого глаза. Благодаря времени люди могут различать прошлое, настоящее и будущее. Возможность определять ваши вещи ограничивает реальность. Это помогает людям понять свою окружающую среду. У тебя другое восприятие окружающей среды, оно не связано с определениями. Ты понимаешь, о чем я? Я не уверена, сэр. Думаю, возможно, у меня голова идет кругом. Это от того, что корабль то поднимается, то опускается. Задуй свечи, дорогая, мы скоро достигнем цели. Вы имеете в виду, что мы вот-вот будем дома? Ты слышал это, котик? Да, мы вот-вот прибудем. Правда? Ух ты, как волнительно. Хорошо, сейчас. Ох, нет, 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 нет. Ой-ой-ой, что происходит, мистер Полночь, ты в порядке? Я в порядке, но надеюсь, корабль не сломается, звучит опасно. Фрэн, ты должна помочь, мне снова нужно вести машину. Камала уничтожили автопилот. Один остался в живых, ты должна от него избавиться, найди его быстрее. Как мне это сделать, сэр? Вода, она очищает от грязи, поспеши и помни, он может скрываться от твоих глаз. Боже мой, котик, мне страшно. Мне тоже, моя Фрэн. Мы должны найти Камала, очень надеюсь, что вода его уничтожит. Пойдем. А у нас есть вода? Где воду взять? Точно. Так, мы взяли воду. Может, он здесь?
Так. Ладно, переходим в тот мир. Ой. Не туда. Ой, блин, не туда нажала. Так, вот, на тебе. Ох, не убегай, куда ты идешь? Наверх куда-то. Ща. Ой. Ты заколебал. Да блин. Кажется, я наконец избавилась от Камала. Я лучшая. Нужно вернуться к Итварду. Да, блин, опять не туда. Итвард, сэр, у нас получилось. Камала исчез. Исчез, да? Ну, слишком поздно, дорогая. Я не могу доставить тебя домой. Мы снижаемся. Нет, прошу, не говорите так. Это нечестно, нечестно. Я всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая. И корабль падал, пока не разбился. Все было уничтожено. Конец. Как конец? Но это очень грустный конец, Итвард. Расскажи мне другую историю, пожалуйста. Хорошо, это история обо мне и Френ Боу. О том, как она обещала никогда не забывать про меня и про магию. Хе-хе-хе, я обещаю, Итвард, я никогда тебя не забуду. Хорошо, а теперь пора спать. Жди меня в своих снах, мой друг. Глава 4, часть 2. Предписание доктора. Итвард? Ох, котик, мы живы, мы пережили крушение. Неужели? Да, мы живы. Но Итвард пропал. Он привез нас домой, мы за городом, Френ, я чую это. Ты уверен, котик, мы в самом деле дома? Я думал, ты будешь счастлива это услышать. В чем дело? Просто мне интересно, где Итвард, я бы хотела с ним попрощаться. Может, ты примешь таблетки, чтобы увидеть его снова? Да, котик, но я уже приняла все таблетки, видишь, банка пуста. Так или иначе, пойдем домой, может, Итвард навестит меня когда-нибудь. Красный велосипед, это велосипед Итварда или мой? В любом случае он сломан, я не могу поехать на нем. Вот бы Итвард его починил, у него было много инструментов. Боже мой, это наша улица, котик, туманная улица. Да, верно.
И вот мы здесь. Дом выглядит более серым, чем я его помню. Что ж, надеюсь, тетя Грейс будет рада меня видеть. Тетя Грейс, ау! Может, ее нет дома, дорогая? У тебя есть ключ, чтобы войти? Нет, у меня его нет, котик, но я знаю, что здесь где-то спрятан запасной. Нужно просто вспомнить, где. Давай найдем его. Ах, это окно в моей комнате. Занавеска развивается как флаг. Тогда мой дом это замок, как замок в Иверсте. Мистер Полночь, хочешь еще приключений? Не совсем нет. Почему ты спрашиваешь, моя дорогая? Я подумала, может, ты захочешь забраться по этой ограде для растений? Ни за что, я слишком устал. Если ты сделаешь это, я приготовлю твое любимое блюдо. Прошу. Ты не можешь заставлять меня делать вещи за еду. Ну, котик. Манипуляторша. Хорошо, Фрэн, я взберусь только, если мы не найдем ключ. Это странное заявление, котик. Как мы узнаем, если ключ нельзя найти? Я не знаю, давай искать. Где? Может... Ой, простите, маленькие насекомые, не убегайте. Ох. Тут сказано, я взяла ключ. Подпись Фрэн. Фрэн, это же я. Все так запутано, что мне теперь делать? Но я не брала ключ и не писала эту записку. Иди сюда, котик, ты должен забраться и пролезть в окно. Я не смогла найти ключ, похоже, я его уже забрала. Ты уже забрала ключ, но у тебя его нет? Звучит очень странно. Да, очень странно. Я нашла эту только записку, но я не помню, как ее писала. Теперь, чтобы попасть внутрь, ты должен забраться и открыть мне дверь. Тьфу, ну хорошо, пожелай мне удачи. Ты сможешь, котик? Будь осторожен. Лентяй. Мистер Полночь, ты меня слышишь? Котик, открой дверь. Фрэн, не могу в это поверить. Ты жива. Где ты была? Доктор Дирн, я в порядке. Прошу, не отправляйте меня снова в клинику. Я уже давно тебя разыскиваю. Как ты сбежала? Я сбежала через желтую дверь, сэр. Почему ты не дома? У меня не было ключа, но мистер Полночь сейчас внутри. Он залез в окно на втором этаже, сэр. Мистер Полночь? Разве не так зовут твоего пропавшего кота? Да, но мы нашли друг друга, сэр. Могу я спросить, почему вы здесь? Я приехал встретиться с мисс Грейс. Мне нужно сказать ей кое-что важное. Кажется, ее нет дома, сэр. Что ж, возможно, так будет лучше. Тогда тебе придется поехать со мной. Нет, я не оставлю котика снова. Подождем, пока он не откроет дверь. Фрэн, я не верю, что твой кот внутри. Нет, это невозможно. Ай, я надеюсь, ее кот это не галлюцинация. Я говорю вам правду, он внутри. С минуты на минуту он откроет дверь. Фрэн, взгляни в правде в глаза, твой кот умер. Ты должна пойти со мной. Прости меня, Фрэн, я не хотел напугать или навредить тебе. Я просто беспокоюсь за мистера Полночь, сэр. Вы заставили меня его оставить. Он в самом деле жив? Конечно, жив, сэр. Зачем мне об этом врать? Это неправильно. Знаешь, Фрэн, я был уволен из клиники, потому что слишком много знал. И я обнаружил вещи, которые пока не понял. Я действительно думал, что ты мертва. Взгляни на эти документы. Убийство семьи на Туманной улице. Тела были идеально разрезаны.
В начале этой недели Мартин и Люсия Боуэн Дагенхарт были найдены зверски убитыми в своем доме на Туманной улице. Офицер полиции Марко Халма сообщил, похоже, что тела были идеально разрезаны, а внешний вид разрезов не говорит о каком-либо сопротивлении со стороны жертв. Полиция допросила Грейс Дагенхарт, сестру-близнеца Люсии, но не смогла получить никакой полезной для следствия информации. Самый юный член семьи Френбул была найдена в лесу днем позже после убийства ее родителей. Она замерзла насмерть. Глэдис Ханна. Дорогая Глэдис, пусть газеты узнают о Френбул. Замерзшая насмерть, она была найдена в лесу. Френ убежала из дома сразу, как узнала об убийстве своих родителей. Я, кажется, поняла, что это за сестры-близнецы. Горячо любимая Френбоу. 1934-1944. Теперь она освободилась от боли. Надеемся, Френ воссоединится со своей семьей на небесах. Что? Но я не мертва, сэр, это все ложь. Я вижу, я также обнаружил, что твое лекарство подменили. Ты принимала новый вариант дуотина? Я изучил его в лаборатории, уровень эктопламатина был слишком высок. Это не к добру. Эктопламатин создает дверь между сознанием и подсознанием. Дело в том, что высокий уровень эктопламатина делает дверь слишком широкой, что может создать большую путаницу в твоем мозгу. Большую путаницу в моем мозгу? Я немного запуталась, да. Но это все из-за новых вещей, которые я могу видеть и чувствовать. О чем ты, Френ? Я вижу ультрареальность, сэр. Я также путешествую в иные миры. Ультрареальность, должно быть, это последствия от дуотина, ничего более. Это не так. Если бы у меня остались таблетки, я бы вам показала. Тебе больше не нужно это лекарство, к тому же это все в твоей голове, Френ. Все в моей голове, говорите? Может, я смогу это контролировать? Я имею в виду, что ты все воображаешь, вот и все. Я пытался рассказать маме правду, но папа и ей бы навредил. И не хочу, чтобы папа снова играл с ножом. Мои руки болят. Ох, ваш отец сделал вам больно своим ножом, доктор? Что? Кто тебе это сказал? Вы или вы не говорили, сэр? Я ничего об этом не говорил. Боже мой, значит, это правда. Ох, пожалуйста, давай сосредоточимся. Но вы меня не слушаете, сэр. Мы должны узнать правду. Интересно, кто за всем этим стоит? Медсестры, Освальд, кто знает? Я знаю, сэр, это большой черный монстр, Ремор. Он забрал моих родителей и охотится за мной, он хочет моей смерти. Ох, хотела бы я остаться в Иверсте с Палунтрасом и великим волшебником. О чем ты говоришь, пожалуйста, Фрэнки? Я серьезно. Я так и не попрощалась с Итвардом и Палантрасом, а мой котик совсем один. Палантрас, Итвард, пожалуйста, Фрэн. Палантрас — это доктор Иверсты, он очень пушистое летающее существо, сэр. А Итвард мой верный друг, он привез меня домой на своей машине. Кажется, что ты живешь в сказке. Но не все было так хорошо, сэр. Близнецы погибли из-за меня. Я видела, как убиваю мистера Полночь, также я видела маму с папой. Близнецы? Какие близнецы? Девочки, которые были соединены вместе. Соединены, говоришь? Это напоминает мне о деле Клары и Мии. Две девочки в клинике клялись, что видели существо по имени Эдвард. Эдвард? Думаю, вы неправильно поняли, сэр. Он Эдвард. Но что произошло с этими девочками? Доктор Освальд проводил над ними эксперименты. Они сшил их вместе. Значит, это все-таки, наверное, я сомневаюсь. Скорее всего, это, да, разные близнецы. В основном, чтобы посмотреть на реакцию ДНК, но ничего не произошло. Спустя несколько месяцев они умерли, а их тела бросили в колодец. Это ужасно, сэр. Вы не можете меня снова отправить в клинику. Не волнуйся, не отправлю. Я взял тебя с собой, чтобы ты помогла мне. Может, мы найдем зацепку к тому, кто ответственен за все это безобразие. Спасибо, доктор. Возможно, Палантрас бы прав на ваш счет. Что-то тут с грамматикой не то. Вы неплохой доктор, вы просто старик, следующий правилам.
Следующее правило, что ж, только не сегодня. Мы на месте. Но это кладбище, сэр. Что мы здесь делаем? Увидишь. Пойдем, следуй за мной. Только не говорите, что там котик, пожалуйста. Это место упокоения твоих родителей, а также твое. Почему вы привезли меня сюда, сэр? Прости меня, Френ, но такова правда, твои родители были убиты. Зная, кто их убил, мы сможем сделать все правильно. Что вы подразумеваете под правильно, сэр? Если мы найдем виновных, мы восстановим справедливость. Используем закон, чтобы наказать и предотвратить подобное поведение впредь. Я понимаю, сэр, для чего вам нужна моя помощь? Чтобы найти улики и доказательства, нам нужно открыть гробы. Хорошо, сэр, я помогу. Может, смерти черви уже приходили? Кто? В любом случае нужно найти лопаты, чтобы копать. Я пойду налево, а ты можешь пойти направо. Увидимся здесь через несколько минут, хорошо? Да, доктор Дирн, скоро увидимся. Интересно, что леди прячет в ладонях? Насекомые? Здравствуй, папа. Знаю, ты бы предпочел не оставлять меня. Я больше не сержусь на тебя, но очень скучаю. Я обещаю, что буду счастлива. Нечестно постоянно грустить. Мамочка, это очень тяжко, знать, что тебя больше нет. Я чувствую себя потерянной в этом мире, но я обещаю, что буду сильной. Я буду счастлива, мамочка. Рейнбоу? Интересно, кто придумал эту ложь? Теперь я вспомнила, что видела себя мертвой в клинике. Но почему я? Я знаю, большой монстр хочет моей смерти. Ох, прекрасный Мишка, позаботься о моих родителей. Маленькая свечка, чтобы согревать моих родителей. Застряла, должно быть, эта кладовка с лопатами, как всегда, не везет. Что ж, должен же быть какой-то способ ее открыть. Нет имени, нет цветов, может, здесь лежит никто? Разве вы уже недостаточно отдохнули? Ух ты, здравствуйте, каменная женщина, вы спите? Вы жуткая, хотела бы я иметь крылья, как у вас. Поехали. Лом, надеюсь, доктор не против, если я его возьму. Я не прикасалась к рулю прежде, папа мне этого не позволял. Но сейчас я сама по себе, поэтому сейчас можно. Врум, врум. Я не могу нажать на гудок, доктор узнает, и у меня будут проблемы. Коробка передач, какие секретики ты в себе хранишь? Если нажимать все кнопки, это ни к чему хорошему не приведет. Сиденья машины довольно удобные. Кто велел ей врать обо мне? Я не умерла. Ох, мамочка и папочка, я сожалею о том, что с вами случилось. Ты должен вести себя тише, Фабио. Ой, ну я не Фабио, я Френ. Привет, малыш Шишка. Что? Боже мой, великан. Ох, прошу, не бойся, я не причиню тебе вреда. Не думал, что великаны могут нас видеть. Думаю, это потому, что у меня очень большие глаза, видишь? А, понятно, кстати, я Себастьян, собиратель племени. Собиратель племени? Звучит интересно. Прямо сейчас мы пытаемся найти немного блестящей кожи. Она нужна нам для брачного обряда. Ох, это довольно интересно. Блестящая кожа. Да, раньше мы использовали человеческую, но смерточерви захотели ее обратно. Поэтому мы ищем что-то более искусственное.
Что ж, надеюсь, вы сможете найти немного кожи. Себастьян, ну и окажешь мне услугу? Зависит от услуги, гигантская мисс. 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 Я подумала, что ты можешь открыть мне дверь изнутри. Это я могу, но мы бы могли помочь друг другу. Принесите мне кусок кожи, я открою дверь. Договорились, гигантская мисс? Но где я ее найду? Хорошо, посмотрим, что я смогу сделать. Гигантская. Чего? Кожа. Может, от машины? Прости, машина. Упс, какая большая дырка. Что ж, кожа теперь у меня. Ой. Ух ты, спасибо, гигантская мисс. Наше племя Пенезиусов будет счастливо. А теперь я открою дверь, секунду. Ой, ты в порядке, Себастьян? Себастьян? Я в порядке, мисс, да. Хорошо, что ж, спасибо, что открыл дверь. Не за что, гигантская мисс. А, Фабио? Ох, мне нужно идти, мисс. Доброй ночи. Эй, Фабио, подожди, у меня есть кожа. Здесь нет ничего полезного. Совсем не здорово. Мне нужно найти что-то, чем можно копать. Как это нету ничего? А зачем мы это открывали? О, вот ты где, Фрэн. Смотри, что я нашел. Пару лопат. Давай копать. Ну, теперь нам нужно чем-то открыть гробы. Они застряли. В моей машине был лом на всякий случай, но я не смог его найти. Это я забрала лом, сэр. Мне нужно было открыть им дверь. Вам его вернуть? Нет нужды, Фрэн, но тебе будет оказана честь открыть гробы. Хорошо, сэр, я открою их. Ох, гробы не открыть, крышки... Ёлки. Боже мой, папа, смерть-червь забрал твои глаза. Жаль, что ты не можешь рассказать, кто забрал тебя у меня. Это был большой монстр, папочка. Ох, мама, ты такая худая, я бы сказала, чересчур худая. Но ты бы приняла это за комплимент, правда? Кровать удобная, что ж, сладких снов, мамочка. Ура, меня нет в гробу, здорово, но он не может быть моим котиком, мистер Полночь дома. Бедный котик, у тебя было имя, что ж, я назову тебя Альберт. Она не понимает, что ли? Ты видишь что-нибудь, что могло бы приблизить нас к убийце? Нет, сэр, мне очень плохо из-за всего этого, ведь моих родителей такими, видеть моих родителей такими. Также этот мертвый кот не мой, они врут. Фрэн, я говорил тебе, твой кот пропал, и, возможно, это действительно твой кот. Этого не может быть, сэр, я нашла своего котика, поверьте мне. Отвезите меня домой, я вам покажу, пожалуйста. Хорошо, Фрэн, я отвезу тебя обратно. Я позабочусь об этом позже, нужно найти кое-какие улики. Спасибо, сэр. Пойдем. Ёлка. Так все пугает меня. Растворился в руках тьмы. У тебя нет никаких манер, я больше тебя не боюсь. Я забрал у тебя свет. Кого ты любишь, кого уважаешь, и того, чьей любви ты желаешь.
Заколебал уже. Бедное павшим духом дитя. Дом безумия внутрь зовет окунуться. Если хочешь найти тех, кто любит тебя, и в темноте ты должна быть готовой очнуться. Очнись, Френ, очнись. Глава 5. Дом безумия. Тетя Грейс, это ты? Милая моя, ты наконец очнулась. Ты дома, моя дорогая. Я дома, правда? Как же это здорово. Я так рада тебя видеть. Пожалуйста, обними меня. Скоро, моя милая. А где мистер Полночь? Твой кот, он сбежал сразу после того, что сделал. Что? Он сбежал? Ну что он сделал? Твой кот убил мою сестру и твоего папу, он предатель. Неправда, это не может быть правда, это не он. Неважно, правда это или нет, нам нужно свалить на кого-то вину, разве нет? Но ты не можешь винить мистера Полночь, он мой лучший друг. Не проще ли обвинить кого-то другого, чем взять ответственность на себя? Я всегда буду нести ответственность за свои поступки, даже если они нехорошие. Какая хорошая девочка, отдыхай, моя дорогая, отдых тебе понадобится. Но, тетя Грейс, не оставляй меня, почему я прикована к кровати? Потому что твои руки делают плохие вещи, когда они свободны. О чем ты говоришь? Освободи меня сейчас же. Я должна найти мистера Полночь. Милая, светлая крошка Френ, не беспокойся о лжи. Охотник за правдой умрет, ведь зло не будет скрываться. Милая, добрая крошка Френ, ложись спать и крепко спи. Забудь обо всем, не дай боли остаться. Ты избрана плакать, страдать, ненавидеть, и выбора нет совсем. Избавить тебя от кошмара тьма рвется. Так спи же ты крепко, моя крошка Френ. Мне она не нравится. Нет, не оставляй меня здесь, тетя Грейс, вернись, пожалуйста. И дверь исчезла. Почему она ведет себя так странно? Зачем винить мистера Полночь? Котик не мог убить моих родителей. Мох. У него крошечные мягкие лапки. Лишь бы с ним все было хорошо, но что мне теперь делать? Тик-так, тик-так. Безумный звук, он не прекращается. Кажется, я поняла. Часовщик сказал, что время — это слоистая реальность. Возможно, в этой комнате есть другая версия меня из другого времени. Или я просто все выдумываю. Но если это правда, как мне с ней связаться? Доктор Дин сказал, что все в моей голове. В животе катаясь замочная скважина. В твоем животике кроется секрет, мистер Кот? Думаю, нам нужно выяснить. Ох, медсестры всегда приковывали меня к кровати. И что делать? Хи-хи, это я нарисовала, это котик и я. И ветер развеял магическую пыльцу. Ой, привет. Что ты делаешь в моей кровати? Ты болеешь? В твоей кровати? Это моя кровать. И нет, я не болею. Но ты прикована, ты собака. Погоди, я тебя знаю. Я не собака, и да, я прикована. Ты можешь меня освободить? Ничего себе, ты это я. Ты в самом деле я. Думаешь? Думаешь, тогда это значит, что мне удалось попасть в ультрареальность. Ты уже встречалась с Эдвардом? Он постоянно об этом говорит. Да, мы встретились, но я не видела его с момента крушения. Вы потерпели крушение, значит, ты разбилась. Я не разбилась, почему ты так говоришь? Подумай, единственный способ попасть в ультрареальность – это разбить глаза и уши, прорваться сквозь физическое ограничение. Звучит ужасно, думаешь, я умерла? Нет, не совсем. Они сказали мне, что смерть – это только психическое состояние. Они? Кто они? Существа, которых мы можем видеть, черные и белые. Ты знаешь, почему мы их видим?
Да, однажды человек по имени Леон пришел в гости и все мне рассказал. Ох, тогда расскажи мне, почему мы видим все это. Давай сначала откроем твои наручники, а потом мы сможем поговорить. Хорошая идея, мне также нужно найти мистера Полночь, думаю, он в опасности. Тетя Грейс винит его в смерти наших родителей. Кто такой мистер Полночь? Что это наш котик, ты не знаешь, наш лучший друг. У меня нет кота, кажется, вот в чем наше различие. В любом случае, давай освободим тебя. Так вышло, что я собираю ключи. Я скоро вернусь. Ах, милая приятная мелодия. Синий шарф из зимнего времени. Эти штаны могут носить существа с двумя ногами. Эта рубашка сердится на меня. А, вот они ключики. Моя коллекция ключей, надеюсь, теперь я смогу освободить другую Френ. Я нарисовала это после путешествия с Эдвардом и Паландрасом. По-моему, Паландрас смешно и пахнет жвачкой, а Эдвард любит играть весь день напролет. Тьфу, это рубашка. Ах, мое красивое желтое платье. Я постараюсь не сильно расти, чтобы носить его вечно. Но если я вырасту, я могу использовать его как рубашку. Одно голубое, одно белое одеяло. И сейчас они мне не нужны. Карандаши, чтобы повсюду рисовать счастливые лица, или чтобы закрасить некрасивые вещи, или просто чтобы порисовать на бумаге. Мне не хочется сейчас рисовать. Моя одежда для представлений. Ты сделала что-то плохое, потому что ты под домашним арестом, юная леди. Ты пока не выйдешь. Нет, нет. Большой-пребольшой мишка, который ест больше при больших монстров. Пожалуйста, поговори, я знаю, ты можешь. Нет? Плохой мишка. Тебе понравилось мое шоу, медвежонок? Я была величайшим танцором из всех. Спасибо, ты действительно так думаешь? Ты слишком расстроена, хочешь поговорить? Я знаю, без ноги тяжело. Я не могу ее найти, я не виновата. И это мой супер милый кролик, мне нравится заставлять его плакать. Но только чтобы снова рассмешить, а потом разозлиться на него. Здравствуйте, доктор Освальд. Я вполне нормальная, разве вы не видите? Я просто веселая, умная девочка, вот и все. Мы можем выйти? Дверь заперта. Ну ладно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Посмотрим, какой ключ. Ох, он не подходит, попробуй другой. Ага, открыто. Большое спасибо, Френ. Хе-хе, у тебя в самом деле много ключей. Да, а у тебя нет? Ох, Френ, пока не забыла. Паландрас сказал мне, что если мы встретимся, я должна передать тебе это. Вот, думаю, это может тебе что-то открыть. Паландрас, ты тоже его знаешь? Ух ты, спасибо. Да, он также сказал, что ты должна быть готова к тому, с чем столкнешься. Что, готова к чему? Скажи мне. Ох, нет, я не могу сейчас. Она идет, тихо. Пошли, Френ, ты должна увидеться с доктором. А она что, не видит? Нет, не уходи, малышка Френ, нам нужно о многом поговорить. Эта медсестра плохая-преплохая. Это она наврала газетам обо мне. Так или иначе, я должна найти монстра. Я уверена, что он забрал мистера Полночь. Но никто не смеет забирать у меня котика, никто. Во. Воздушные шары разных цветов. Шляпка, она больше мне не подходит, моя голова слишком большая. Я не верю, что в ракушке можно услышать океан. Я использую зеркало, чтобы смотреть на свое прекрасное лицо. Ах, это Алиса из школы, мы любим вместе играть. Она рассказывает мне историю о чудесной стране, в которой иногда бывает. Мы так веселимся, когда что-то выдумываем вместе. А это же Алиса в стране чудес. А это
Чеширский кот, вроде так его зовут. Мое дивное персиковое платье для солнечных дней. Пальто для ветреной холодной погоды. Летнее платье, на нем большая пуговица. Может, эту пуговицу надо оторвать? Большая розовая пуговица с моего летнего платья. Просто обычный шар для того, чтобы что обычно шарфы делают. Банка с множеством конфет. Я заберу свой спальный мешок. Ой, мой школьный портфель, он может мне понадобиться. Так, все. Большая кукла, которую мы сделали вместе с папой. Ее зовут Пиван, и ей нравится быть голой. Однажды у нее было платье, но она сожгла его. Кататься на чух-чух поезде лучше всего. Он постоянно поет чух-чух. А потом вы разбиваетесь и умираете. Ох, обожаю этот комикс. Люблю части, где инопланетянин забирает девочку на другую планету. Всегда приятно видеть новые места, как и верста. Мои тапочки, я люблю одевать их, когда на улице дождь, а также в выходные дни, когда мне не нужно идти в школу. В любом случае, они мне не нужны, чтобы спасти мистера Полночь. Щелкунчик стоит на страже. Кажется, он боится дам, потому что иногда он меня кусает просто так. О, надо как-то поставить. Карандаши, леди гном, мишка, балерина, да, все на своих местах. Кукла очень любит читать, я знаю, потому что сама ее научила. Ха-ха, я люблю это фото с мистером Полночь, он выглядит растерянным. Мы с мамочкой съели сэндвич с желе и арахисовым маслом в тот день. По-моему, мистер Полночь съел кучу насекомых. Время от часов с кукушкой. Часы с кукушкой показывают время по-разному. Если встать сбоку от них, вы никогда не постареете. Тьфу, Камала, противные существа. Бедное дерево, должно быть ему очень грустно, что Камала его ест. Простите, внизу кто-нибудь есть? Да, я кто-нибудь. Здравствуйте, вы видели черного кота? Нет, я не видел кота, но я вижу черную штуку, которая меня ест. Ест вас? Думаю, это Камала. Вы в порядке? Нет, не совсем. Я нехорошо себя чувствую, мне грустно. Может, я смогу вам помочь? Я уже избавлялась от Камала самостоятельно. Правда, звучит многообещающе. Я хотел бы снова стать счастливым. Посмотрим, что я смогу сделать, не волнуйтесь. Так. Я не помню, чтобы дверь убирали. Как же мне выбраться? Я не могу проходить сквозь стены. Если я хочу найти мистера Полночь, я должна найти дверь. Мой красивый котик, я люблю эти фотографии. Я обещаю, что найду тебя, даже если мне придется делать это снова и снова. Интересно, где ты сейчас? Я никогда больше не лягу в эту кровать. У меня были планы получше, чем просыпаться прикованной к ней. В любом случае, я найду котика и перееду в Иверсту. Перееду. А, нет. Я возьму это маленькое пианино, чтобы играть чудесные мелодии. Я спасла королеву из игральных карт моего отца. Опа. Там что-то есть? Я что-то нащупала. Что это может быть? Ключик какой-то. Ага, ключ. Держу Парижа, он что-то открывает. Маленькая золотая шкатулка переживала все эти вопли и сопли, сводила меня с ума. Я прижал ее за уши, дважды за левое и один раз за правое. Я дважды потер ее единственный глаз,
проверить, заплачет ли он в этот раз. Один раз схватил за левое ухо и начал кричать: «Хватит ныть, золотая шкатулка, нажми снова на глаз и откройся сейчас». Так, все эти сопли сводили меня с ума. Я прижал ее за уши. Дважды за левое. Один раз за правое. Я дважды потер ее единственный глаз. Проверить, заплачет ли он в этот раз. Один раз схватил за левое ухо и начал кричать: «Хватит ныть, золотая шкатулка, нажми снова на глаз и откройся сейчас». Боже мой, она открылась, я мастер. Так, Мабука, проснись, мать Мабука. Рогатый ребенок играет с огнем. Балоки разгневались, и их свет слишком ярок. Мать Мабука, проснись, отступи от дитя, прежде чем тьма исчезнет в светлых руках. Мабука проснуться должна. Давайте соберем часы Экок на спине огромного кота. Слишком едки пузыри и чересчур ярок свет, зарыдала она. Я Мабука, мать тьмы, отворю свое сердце, прошу, заберите мое злое рогатое дитя и погасите огни. Разработано Коквиндом часы Экок. Пустой портфель, рабочая лампочка, часы-будильник, бутылка с водой, кусок мыла, одна перчатка, черный шнур, клавиши пианино. Так. Какой большой глаз, на что ты смотришь? Ключ, чтобы открыть то, что закрыто. Здравствуй, дверь 104, откройся, пожалуйста. Дверь 105, конечно же, закрыта. Дверь 103, фу, она вся в крови. Здравствуйте, есть кто живой? О. Не думаю, что это уместно, мисс. Извините, но мне нужен этот ключ. Здесь много дверей, я хочу их открыть. Скажите своему другу, чтобы он был так любезен и открыл свой рот. Он не откроет рот, никогда не открывает. Кроме того, его зубы укреплены. Будет сложно достать ключ, не побеспокоив его. Укрепленные зубы? Ясно. Посмотрим, что я смогу сделать. А кто вы, если не секрет? Ну, я Френ. Приятно познакомиться, Френ. Я Роберта. Добро пожаловать в логово Мабуки. Мабука? Кто это? Ты не знаешь, кто такая Мабука? Не знаешь? Уходи сейчас же, просто уходи. Но, Роберта, сэр, я здесь впервые. Не судите меня за незнание, а лучше расскажите, кто такая Мабука, чтобы я знала. Ладно, Мабука — мать тьмы. Самой темной тьмы, мрака конца света. Мабука — мать всех существ из пятой реальности. Что, я в пятой реальности? Я думала, Ремор здесь король. Ремор — жуткая чернота, сын тьмы. Никто его особо не любит, но ты должна уйти, я сказала, достаточно. Хорошо, я скоро вернусь, я должна забрать ключ у вашего друга. Ох, загадочная картина в загадочном месте. Это в самом деле очень загадочно. А если сделать так? Это одежда Идварда? Но тогда где он? В домике. Ой, небольшое послание в кармане. В домике? Ох, ясно. Нет. Идвард забыл свой цилиндр, или цилиндр забыл его голову. Может, цилиндр не может существовать без головы и наоборот. Это значит, что нет ничего реального. Ух ты.
Я закончил, мама. После этого я приму другую ванну. Я воняю. Кто тебе сказал, что ты воняешь? Мурашки, бегающие по моей коже, они болеют. Их рвет каждый раз, как они едят мою кожу, потому что я воняю. Я ничего не чую. О каком запахе ты говоришь? Я воняю, как самое неприятное зловоние. Я верю тебе, но я не могу это учуять. Прости, мне пора идти пока. Тебя беспокоит стук моего сердца? Оно может внезапно остановиться, и это будет концом. Я не хочу думать о своем сердцебиении. Мне нужно только мыло. Мыло? У тебя проблемы с гигиеной? Да, ужасные проблемы с гигиеной. Такое чувство, что моя плоть гниет изнутри. Но это звучит вкусно, не думаю, что это проблема. Для тебя может быть, просто дай мне мыло на некоторое время. Ну ладно, бери, оно твое. Берегись похитителей, они любят детей, которые пахнут мылом. Они едят их тела и оставляют себе головы с красивыми детскими лицами. Как ужасно, я буду осторожна. Спасибо за мыло, увидимся позже. Картина с китом, очень мило. Настоящие киты тоже милые. Удивительные существа. Я не могу туда пойти, здесь нет пола. Я могу попробовать полететь, но что если я не умею? Я могу умереть. Лучше не буду прыгать, комната довольно далеко. Дальше. Что-то там писал ключ в домике, ну вот понятно, этот ключ. Походу, этот ключ имел в виду. Нарушитель, лазутчик, почему ты зашла, не представившись? Я акула, глаз извне, узри мою красоту. Окула. Ох, извини, какой ты большой, должно быть, ты хорошо видишь. Я вижу все и даже больше. Все, ты видишь моего кота? Твоего кота? Разве такое возможно, что ты владелец кота? Ты королевских корней? Нет, я не владелица, но мы в дружеских отношениях. Друзья, как мило. И да, я видел кота сегодня ранее. Он молил о помощи, сидя в клетке. Носитель клетки вошел в подземелье Мабуки. Он все еще там, в клетке. Можешь описать кота, которого ты видела? Большие желтые глаза, розовый нос, его шерсть очень темная, как глубокая ночь. Это он, это мой друг мистер Полночь, я должна найти его. Но Мабука спит, ее пробуждение может обернуться кошмаром. Я ее не боюсь. Что ж, бери в моем доме все, что захочешь. Ты храбрая, а я очень уважаю храбрость. Спасибо, Окула. Кстати, я Френ, еще увидимся. Расческа, чтобы расчесывать волос. Что у нас есть? Пока так себе. Это прозрачное зеркало. Больше похоже на окно. Зеркало? Глаза озираются. Интересно, что они видят, если у них нет мозга? Может быть, Окулу, но она не может быть мозгом, потому что она глаз. Золотая улитка. Есть там кто? Может, улитка спит? Здравствуйте, занавес. Вы что, скрываете? Вы что-то скрываете от меня? Я не могу просто его отодвинуть, он довольно тяжелый. Это что? Ставьте пуговицу. Вот моя пуговица. Теперь что? Тьфу, это не ключ. Надеюсь, что это мне как-то поможет. Бумажные вертушки как выверсти. Здравствуй, счастливая обезьянка.
Тебя зовут Дарвин, приятно познакомиться, я Френ. Ты хорошо играешь на барабанах. Эта бутылка идеально подходит, я возьму ее. Этот шнур может мне пригодиться в будущем. Здорово, я достала лампочку. Дверь 103, фона вся в крови. Не работает. О, фу-фу-фу. Блестящий ключик, иди сюда. Любопытно, какую дверь ты откроешь. Как ты могла, надеюсь, кто-то так же выделит твои зубы? Зубная фея уже забрала все мои молочные зубы. Безумие, правда? Простите, мистер. Ключ не подходит. Как-то. О, кашка. Часы будильник, прекрасно. Крепко привязан. Если я хочу его взять, мне нужно что-то с этим делать. Ничего себе, какой большой кот. Ты выглядишь в точности, как мистер Полночь. Я должна его найти, а для этого нужно открыть все двери. А вот и перчатка. Попался маленький будильник. Спина огромного кота. Должно быть, это для чего-то важного. Там довольно темно. Туда, наверное, надо положить ту самую коробочку. Да, прости, дерево, мне нужна перчатка, спасибо. Бутылка с водой осталась. Подожди, это что? Здравствуй, дерево, ты большое. Что это за красные штуки, которые лезут из тебя? Думаю, оно не скажет. Наверх. Извините, мне очень нужен ключ, который висит за вами. Прости, но я не говорю с незнакомцами. Вам не нужно говорить, просто позвольте мне взять ключ. Если я решил не разговаривать с незнакомцами, я их не слушаю. Какое разочарование, у меня есть вопрос. Вы застряли на этом дереве? Я крепко привязан к нему. Почему ты спрашиваешь? Мне просто любопытно. Увидимся позже. Смотрите, я нашла волшебную расческу для волос. Разве это не здорово? Не знаю, расческа? Что это? Она сделает ваши волосы очень красивыми и мягкими. Хотите попробовать? Я не знаю, это опасно? Это очень приятно, если расчесывать плавно. Хорошо, давай попробуем. Хорошо, только обещайте, что не сожжете меня, ладно? Я могу обжечь, только если я в опасности. Будь нежной, ничего плохого не случится. Хорошо, я нежна. Сработало. Что со мной происходит? Я никогда такого не испытывала. Ну как? Вы Люцифер, вы все Люциферы, которых я встречала, делали так. Правда? Что ж, большое тебе спасибо, прекрасные ощущения. Я чувствую, что мне нужно улетать. Должно быть, это ключ от двери 103, я это чувствую, но я не могу достать его отсюда. Что делать? Ой. Здравствуй. Ох, боже мой, это потрясающе. Часы Кока не готовы.
О, я доперла. Ах, мощные шары с водой. Наконец-то мы доперли. Боже, я промазала. Ох, почти. Да, я сделала это. Прощай, Камала. Ух ты, я больше не чувствую грусть. Спасибо. Не беспокойтесь, я рада, что вы чувствуете себя лучше. Я действительно чувствую себя лучше. Позволь мне кое-что дать взамен. Вот, часть меня. Ты можешь посадить ее, если захочешь. Хи-хи, спасибо, сэр. Мне нужно идти. Я должна найти своего кота. Надеюсь, ты его найдешь. Увидимся. Так, фантастика. Я могу до него добраться. Теперь ключ у меня. Существо, прибывшее сверху, убирайся из логова Мабуки, тебе здесь не рады. Извините, но я ищу своего кота, и мне нужно пробудить Мабуку. Просто Мабука для тебя мать Мабука, высокомерное дитя. И как ты собираешься ее пробудить, а? Сумасшедшими идеями Коквинда? Коквинд хороший часовщик, он не сумасшедший. Ох, так ты его знаешь, полагаю, ты была в Иверсте. Ужасное место, позволю тебе сказать, слишком ослепляющее. Что ж, именно туда я и отправлюсь после того, как найду своего котика. Твоему крошечному уму там самое место, вместе со всеми этими скучными существами. Я ухожу, злое дерево, мой котик ждет меня. Берегитесь, Мабуки. Пробужденная тьма восстала из неизведанного. Ой, простите, что разбудила вас, мать Мабука, но мне нужна ваша помощь. Мне кто-нибудь скажет, кто это существо, очень наглое для такого тельца. Прошу прощения, но я могу ответить сама. Я Френ Боу, человеческая девочка, мне 11 лет, и я очень храбрая. Человек в логове Мабуки, забавно. Кто привел тебя сюда? По-видимому, это Ремор. Кажется, он ваш сын, не так ли? Мой сын уже проник в твою голову. Вы имеете в виду, вскрывал ли он мою голову? Не думаю. Ты пила или ела красноватое зелье или бобы? Бобы? Мои таблетки похожи на красные бобы, так что да, я приняла всю банку. Тогда я не могу применить к тебе насилие, сила была выпущена. Надеюсь, внизу ты найдешь то, что ищешь. Спасибо. На что за сила была выпущена? Можете мне рассказать? Сила внутри тебя, разве ты не знаешь? Ты избрана 5 реальностями, чтобы стать хранителем ключа. 5 реальностей были созданы параллельно со временем. Что? О чем вы говорите, хранитель ключа? Кто вам это сказал? Давным-давно великие валаки из Праймыв повидали нам все. Сын тьмы будет охотиться за хранителем, который вкусил красное семя. Ты слишком молода, должна сказать, слишком, чтобы стать хранителем ключа. Есть в тебе что-то? С тобой происходило что-нибудь мрачное? Я думаю, что Ремор убил моих родителей. Представьте, как я себя чувствую. Я и есть эти чувства, Френ Боу. Я все зловещее, что ты можешь себе представить. Я питаюсь слезами и горем, отчаянием и страхом.
Почему вас не волнует, что Рэмор убил моих родителей? Я думала, вы хорошая. Мне любопытно узнать причину, если тебе станет легче. Теперь я понимаю, это и есть причина, ты ищешь правду. Вперед, хранитель ключа, будь храброй, я открою тебе свое сердце. Надо всех посмотреть. Привет, Козлик, ты немного похож на Рэмора. Может, ты кузен Рэмора? Хотя ты гораздо красивее. Ой, привет, кабанчик. Ты весело проводишь время? Ты друг Мабуки? А, вы чуть меня не напугали. Хау. Похоже на человеческие черепа. Тише, тише, Мабука видит о тебе сон. Шлифует зубы твой гнилой череп, пьет твои слезы, полные страха. Она ухмыляется, покуда кровь из твоих глаз радует ее душу. Спасибо. О, здравствуйте. Я тебя знаю, ты забрала кое-что у меня, не так ли, маленькая воровка? Где моя спица, а? Ты заколола ею всех своих маленьких друзей? Что, спица? Вы та мертвая медсестра из клиники Освальда? А разве я выгляжу мертвой, а, маленькое чудовище? Не могла бы ты взять номер и сиди жди своей очереди в зале ожидания? Но, мисс, мне не нужна медицинская помощь, я просто хочу найти своего котика. Возьми номер и жди, я не стану повторять. Седьмой. Возьму номер, надеюсь, он будет хороший. Ох, тело этого существа сделано из лиц детей. Ванный мальчик что-то об этом говорил. Кажется, это похититель. Они слушают, видят и трогают. В некотором смысле я чувствую, что вернулась в клинику Освальда. Но это невозможно или возможно? Заперто, но здесь нет замочной скважины. Может, кто-то должен открыть ее изнутри? Может, медсестра сможет ее открыть? Ах, интересно, сколько мне еще ждать? Несколько часов, может быть, дней? Я жду уже неделю. Сколько ждут остальные? Я жду целый месяц. Но у меня номер 2, должно быть скоро моя очередь. Я жду 3,5 недели, совершенно безнадежно. Простите, есть ли способ все ускорить? Да, стать доктором самому, это все бы ускорило. И помогло бы всем. Тогда почему бы вам самим не стать докторами? Я не могу, потому что я болен. Я не могу, мой глаз ослеп. У меня сломан рог, понимаешь? Я не могу стать доктором, я должен быть пациентом. Я тоже не могу, я потеряла способность пугать себя перед зеркалом. Но я вообще не больна. Прошу, позвольте мне пройти перед вами, хорошо? Я не могу, я даже не знаю, какой у меня болезнь, вот почему я здесь. Как вы можете не знать, у вас что-то болит? Это очень трудный вопрос, сделай его мягче. Как я мог сделать вопрос мягче? Это очень странно. А ты пробовал вытащить... Это пробовал вытащить свои глаза, иногда помогает. Тьфу, хватит, с вами невозможно говорить разумно. Конечно, ты не можешь нас понять. Ты не так, кто видит все. Ты знаешь, что нас только несколько минут этого времени достаточно, чтобы все понять. Это так, но было бы неплохо использовать некий здравый смысл. Почему? Что здравый смысл может такого, что не может незаурядный? Ну, он помогает лучше понимать друг друга. В любом случае, мы хорошо друг друга понимаем. Да, отлично понимаем, мы уважаем различия. Тогда кто видит все? Вы имеете в виду Мабуку? Нет, Мабука все знает, это не то же самое, что видеть. А теперь я хочу подождать, потому что разговоры не сделают ожидания короче. Ладно, спасибо и на том. Должно быть, это экран с номером. У меня номер 7, пройдет вечность, прежде чем я попаду туда. Я должна достать номер получше, например, номер 2.
это нельзя сделать. Видишь экран? У меня номер 2, скоро моя очередь. Можно ли поменяться с вами талонами? У меня номер 7. Нет, я должен узнать, больно ли мне. Мне нужно узнать свою болезнь. Что если я выясню, какая у вас болезнь, тогда вы бы отдали мне свой талон? Конечно, если я буду все еще здесь, когда ты вернешься. Можно ли поменяться с вами талонами? У меня номер 7. Видишь экран? У меня номер 2, скоро моя очередь. Почему у всех номер 2? Можно ли поменяться с вами талонами? У меня номер 7. А, что-то у них у всех номер 2, походу. У всех номер 2. У меня должен быть номер 1. Эй, детка, сейчас моя очередь говорить с медсестрой, понятно? Если ты не подождешь и не оставишь меня в покое, я порву тебя на куски и съем. О, вы едите детей? Разве вы не знали, что мы дети, не спелые? Эй, оставь пациента в покое. Доктор определит тяжесть твоего заболевания, не волнуйся. Что? Извини, мне нужна твоя помощь. Конечно, нужна. Что я могу для тебя сделать? Можешь сказать, каким заболеванием страдает существо с номером 2? Он в зале ожидания ждет. Посмотрим. Ага, я вижу его, насколько я понимаю, это вовсе не болезнь. Это лишь головная боль, вызванная низким уровнем агонии. Ух ты, ему можно как-то помочь? Мне необходим его талон. Да, выплакай все слезы, что можешь в эту бутылку. Но не забывай, они должны быть вызваны неподдельной печалью. Это не составит затруднения, у меня довольно проблемный период в жизни. Я думала, что все наладится, когда мы с котиком вернемся домой. Но сейчас все так запутано, тетя Грейс полностью обезумела. Разговор с ней был ужасен, я действительно доверяла ей. Я не знаю, что теперь делать. Мабука сказала, что я была избрана для чего-то, но она снова уснула и не отвечает на мои вопросы. Мне нужен мой котик, объятия мистера Полночь, самое большое утешение в моей жизни. Я хочу найти его, чтобы мы смогли вернуться в Иверсту и быть счастливы. Прекрасная боль, такая глубокая. Бутылка полна слез, отдай ее существу, у которого твой талон. Ступай, время никого не ждет. Спасибо, я пойду, до свидания. Наконец-то. Держите, выпейте, это вам полегчает. Ой, пытаешься меня отравить? Как мило, давай посмотрим. На вкус это самый содержательный темный эликсир, которого я когда-либо пробовал. Дай мне еще. Нет, оставьте меня в покое, вы обещали отдать свой талон, если я помогу. Ладно, держи. Ура! И спасибо, твои слезы восхитительны на вкус. Ура! Здравствуй, пациент номер 2. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти тебя. У тебя назначено? Не совсем. Вы сказали мне взять номер и ждать. Прости, мы не помогаем больным людям без предварительной записи. Но я не больна. Я потеряла своего котика. Я просто хочу найти его. Потеряла котика? Не волнуйся, это естественная реакция на твою болезнь. Хотя тебе повезло, многие вместо этого сходят с ума. Да, не повезло, но как мне попасть на прием? Ох, просто позвони мне. Вот моя визитка с номером телефона. Ну почему я должна вам звонить? Почему я не могу записаться сейчас? Ох, это было бы глупо, потому что теперь я жду твоего звонка. Ох, хорошо, я пойду и позвоню. Ща как позвоним. Ой. Ой, здравствуйте. Да, вы сказали мне позвонить, чтобы записаться на прием. Это Фрэн Боу. Ага, я свободна сейчас.
Нет, 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 да, у меня есть пара глаз. Правда? Хорошо. Увидимся через минуту. Хорошо, отлично, спасибо. Пока, да, пока. Здравствуй, пациент номер 2, у тебя назначено? Да, меня зовут Фрэн Боуи, у меня назначено на сейчас. Сейчас гляну в архивах. Да, ты записана. Доктор осмотрит тебя через минуту, просто пройди в правую дверь. Хорошо, спасибо. Ну, пройди. Прости, я тебя напугала. Ой, Прости, я тебя напугала, ты довольно бледный. ух, да, да, какой ужас, ты похожа на здорового человека. Ой, спасибо, наверное. А теперь, если возражаешь, у меня назначен прием. Вообще-то я не возражаю, потому что это не мое дело. Ты еще не решила покончить с собой? Разве с тебя не хватит всей этой боли? Ты Рэмер, не так ли? У меня не было возможности представиться должным образом. К сожалению, меня нельзя видеть в третьей реальности продолжительное время. Я Рэмор, жуткая чернота, принц тьмы. Я знаю, кто ты, не делай вид, будто ничего не произошло. Ты убил моих родителей. Где мой кот? Что ты сделал с доктором Дирном? Я наслаждаюсь страданиями, что текут из твоих глаз. Я питаюсь ими. Ты — проявление моих желаний. Я могу использовать тебя для всего, чего захочу. Ты под моей властью. Это неправда, больше нет, я больше не позволю себя обманывать. Скажи мне, почему ты убил моих родителей, почему? Ты полагаешь, что я сделал такую ужасную вещь? Я видела тебя за окном в ту ночь, должно быть, это сделал ты. Ты слишком доверяешь своим глазам. Разве ты не знала, что людские рецепторы слабы? Твое тело хрупко, его легко повредить. Да мне кажется, это все тетя ее. Что? Нет, не может быть, прекрати. What? Я этого не делала, нет, это была не я, прекрати, пожалуйста. Кто это сделал, моя дорогая? Кто убил твоих родителей? Глупая маленькая тварь должна помучиться и умереть, прежде чем стать звездой. Я не убивала своих родителей, не убивала. Этот монстр хочет меня обмануть, я знаю. Здесь все вокруг сумасшедшие, я должна найти котика и уйти. Баллон с водой, хорошо. Почему у мозга две стороны? У мозга много различных частей, он как сложный механизм. Мы бы выглядели так забавно без кожи. Позвоночник у всех людей это общее. Я всегда могу начать разговор так. Привет, у нас у обоих есть позвоночник, разве это не здорово? Котик, мой милый, я рядом, ты в порядке? Котик, ответь мне, что с тобой? Мяу, мяу. Почему ты не говоришь со мной, мистер Полночь? Пожалуйста, не поступай так со мной. Мррр. Поговори со мной, мистер Полночь, это не смешно. Это все из-за места, правда? Ты должен выбраться отсюда, чтобы поговорить со мной. Я отнесу тебя в Иверсту, мой дорогой. Палантрас нам поможет. Я обещаю, ничто нас больше не разлучит. Мяу. Ох, котик, я скоро вернусь. Я должна помочь доктору Дирну. Хорошо, кажется, он в беде. Доктор Дирн, вы в порядке, сэр? Сэр, очнитесь, пожалуйста, очнитесь, доктор Дирн, вы живы? Сэр. Ах, что мне сделать, чтобы разбудить его? Шприц, в нем красная жидкость, что это может быть?
Снова старик доктор Освальд. О, блин. Что делает этот рычаг? Ой, электрический ток. Доктор Ди... Вот это что? Эти кнопочки ничего не делают. Может, вот это надо? Может, это его разбудит? Проклятие, что это было? Не волнуйтесь, доктор Дирен, это я, Френ. А что? Я ничего не... Я не очень хорошо вижу. Френ был, сэр, из клиники Освальда. Мы были на кладбище, помните? Френ, что произошло? Почему я привязан к стулу? Что ты сделала? Ох, я пытаюсь вам помочь, сэр. Большой монстр притащил вас сюда. Мы должны идти. Хватит, Френ, монстры, я не в состоянии играть в игры. Хорошо, это было вовсе не монстр. Просто позвольте мне вам помочь. Что она здесь делает? Я думал, что ты ее приковала. Ох, ну это так. Я говорила, что ее трудно усмирить. Мне избавиться от нее? Избавиться от меня? Тетя Грейс, почему ты так говоришь? Кто этот старик? Какая прелесть, ты говоришь прямо как твоя мама, когда ты была маленькой. Моя мама? Вы ее знали? Кто вы? Я доктор Освальд Гаррисон, я все о тебе знаю, Френ. Освальд? Из клиники Освальда? Да, Френ, тот самый старик. Откуда вы знаете мою маму и тетю? Много лет назад я изучал потрясающую сложность братьев и сестер-близнецов. Люси и Грейс были частью моего исследования. Обе помогли мне найти ключ к успеху. Ключ? Вы знали, что мои мама с папой были убиты? Конечно, Рэмер очень помог нам. Мы были нужны ему так же, как он был нужен мне. Его сила манипуляции необычайна. Но я не понимаю, почему ты так спокойно к этому относишься. В конце концов, это ты держала нож. Я неспокойна, сэр. Кто такой Рэмер? Почему он охотится за мной? Скажите. Рэмер — проявление твоей слабости. Ослепленное и мощное проявление твоих страхов. Но почему монстр убил моих родителей? Потому что твои родители вмешивались в мою работу. На самом деле я оказал тебе услугу, ты страдала, а боль связана с ростом и силой, Френ. Освальд, пожалуйста, давай сделаем то, что должны. Тетя Грейс, не будьте такой злой, мы же семья. Отпустите нас, мы с котиком сможем найти себе место, не побеспокоив вас. Прошу, отпустите нас. Да, ты права, Френ. Мне жаль, что я была так жестока к тебе. Пойдем. Бедный котик. Френ, дорогая, послушай меня. Ты должна знать, доктор Освальд желает тебе только самого лучшего. Когда Люсия была беременна тобой, он знал, что ты будешь особенной девочкой. Он велел нам позаботиться о тебе, но твоя мама нас предала. Она хотела спрятать тебя от нас. Она думала, что мы хотим тебя убить, но это не так. Освальд действительно желает тебе самого лучшего. Но для этого ты должна позволить ему привести на себя небольшой эксперимент. И тогда все будет хорошо? Конечно, но нам нужно позаботиться еще кое о чем. Маленький предатель должен сгинуть. Что? Ну же, Френ, прекрати ныть, кот мертв. Но он был моим другом, ты убила моего лучшего друга. Ты также помогла убить моих родителей, не так ли? Помогла? Как ты можешь с этим жить? Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Прекрати, Френ. На помощь, помогите. Прошу, помогите. Она что, девочку не может оттолкнуть? Что происходит? Не смей трогать Грейс, маленькое чудовище. Господи.
Господи, что за... Боже мой, она совершенно обезумела. Принеси ее ко мне, я проведу эксперимент, пока она еще теплая. Мне нужно немедленно извлечь мозг. Френ, ты в порядке? Что вы с ней сделали? Она пыталась меня убить. Вы были правы насчет Френ, доктор Дирн. Она была больна. Но у нее идет кровь, позвольте мне позаботиться о ней. Нет, ты этого не сделаешь, она моя. Я много лет ждал этого момента. Искал правильного ребенка, правильный мозг. Теперь, когда она у меня, ничто меня не остановит. Что происходит вообще? Ничего не понимаю. Ох, Френ, все будет хорошо. Ой. Ох, Френ, все будет хорошо. Кто вы? Я Итвард, тот, о ком рассказывают многие дети. Но вы не человек. Добро, эктопроте, полундрас, монокаист. Корска, Итвард, я нашла ее. Я нашел его. Боже мой, отойдите от девочки, оставьте ее в покое. Не тяни меня. Крошку Френ нужно излечить. Думаешь, мы сможем использовать то же тело? Да, но она еще не совсем ушла. Сейчас. О, мать Мабука, ты забрала невинность ребенка. Френ теперь и мертва, и жива. Очнись в темноте, Френ, и ты сможешь пройти к свету. Ай, что произошло? Итвард, Паландрас, мое сердце болит. Мистер Полночь, как ты жив, мой котик? Я так по тебе скучала. Прошу, скажи что-нибудь. Френ, мы должны идти. Идти, хорошо? Доктор Дирн, смотрите. Ой. Доктор Дирн, смотрите, это Итвард и Паландрас. Я рассказывала вам о них, помните? Я говорила, что они настоящие, видите? Теперь вы мне верите. О, Господи. Он не слышит тебя. Думаю, сейчас он под властью Мабуки. Нам нужно уходить немедленно. Но он может пойти с нами. Прошу, он был очень добр ко мне. Он очень хотел помочь защитить меня. Мы не можем взять его с собой, прости. Но мы можем заставить его поверить, что это был лишь сон. Он проснется и подумает, что ничего не произошло. Но он не вспомнит тебя, Френ. Понимаю. Что ж, думаю, ничего страшного, пока он в безопасности. Это очень мило. Наконец ты видишь дальше собственных желаний. Ты обрела единение. Твои родители гордились бы тобой. Вы действительно так думаете? Ах, спасибо, Паландрас. А теперь давай отправим доктор Дирна домой. Марсель Дирн уанум векма суденсла экто. Прощайте, доктор Дирн. Пойдем, Френ, ты должна еще столько увидеть и узнать. Звучит весело. Пойдем, котик. Я все еще многого не знаю. Но одно я знаю точно. Между чувством вины и страхом я выбираю счастье. Все, мы закончили. А я думала, там нужно выбирать концовки. Все? Все, это все, ребята. Мы прошли игру.
Мы прошли уже, получается, на моем канале вторую игру. Ну, что я могу сказать об этой игре? Ну, она меня, конечно, немножко удивила. И в конце какая-то наркомания началась. Я почти ничего не поняла, если честно. Что, чё, к чему? Почему она убила своих родителей? Жив ли котик или не жив? Жива ли она сама или нет? Это надо, наверное, узнавать в каких-то других, наверное, источниках. Сама я не знаю, как. Ну, это, наверное, кто как понял, скорее всего. Может, вы мне объясните в комментариях. Если что, напишите. Может быть, я пойму так хотя бы. Ну ладно, тогда все, наверное, на этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Ух. Ну, я думала, будет длиться игра это долго еще, но в принципе закончили мы весьма быстро. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся уже в следующем видео. Я буду, наверное, проходить уже другую какую-нибудь игру наподобие этого. Посмотрим. Ну, увидимся скоро. Всем спасибо, всем пока.